Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Иногда бывает так, что на работе уходит интернет. Конечно, это всех раздражает. Мы решили разобраться о том, как устроена инфраструктура интернета в Якутске и как его ремонтируют. Давайте разберемся. Вообще в республику Саха-Якутия магистральная оптика приходит из города Тында Амурской области. Это волоконно-оптическая линия связи, которая приходит до города Якутска. В случае обрыва на магистральной линии у нас есть соглашение о взаимном резервировании каналов связи. Клиенты не почувствуют обрыв связи на этом участке. Что касается обрывов внутри населенных пунктов, например, у нас в городе Якутске, то тут надо разделять на несколько этапов. Первый этап – это аварии на оборудовании, на коммутаторе, допустим, там в каком-нибудь многоквартирном доме. В этом случае у нас есть группа мониторинга, которая работает в режиме 24/7 и видит то, что не работает оборудование. В этом случае направляется заявка на группу устранения, которая едет на адрес и чинит оборудование. Также есть моменты, когда у конкретного абонента, у конкретного клиента не работают услуги связи. В этом случае абоненту надо звонить в техподдержку, оператор принимает заявку, дальше оператор проверяет работоспособность оборудования. Если он видит, что оборудование работает, у других, у соседей, например, интернет работает, значит проблема либо с оборудованием у самого клиента, либо же где-то там повреждена линия до квартиры. Тогда отправляется заявка на устранение монтеру. Монтеру попадает эта заявка в режиме онлайн, и он идет, отрабатывает заявку. Служба техподдержки, она единая. И в каждом населенном пункте, в каждом райцентре у нас находятся сервисные центры, в которых также есть монтеры, и они также обрабатывают все заявки. Про резерв я вам уже упомянул, о том, что у нас есть резервирование. Дальше у нас есть одна из крупных магистралей, это в сторону Западной Якутии, до Мирного. Там у нас есть своя оптическая линия. В случае обрыва у нас там есть резервная радиорелейная линия связи, которую мы переключаем в случае обрыва оптики. Вы находитесь на узле доступа Ростелекома. Здесь мы мониторим релейку в сторону Мирного и релейку в сторону Тынды. В сторону Тынды сейчас идет в основном оптика. Релейка у нас работает только практически до Нижнего Бестяха. В чем отличие релейной связи и оптической? Сигнал проходит через антенны, мачты, оптическая через оптическую линию. Вот здесь, у нас антенна стоит. Следующая идет на 22-м километре Вилюйского тракта. Между ними проходит сигнал, то есть на какой-то определенной частоте. Допустим, мы смотрим уровни. Допустим, вот сейчас там верхняя и нижняя антенна, у нас. Main receive и CD. Это нижняя антенна. Здесь минус 51 уровень сигнала. Если будет меньше минус 60, то практически это не прохождение сигнала. Так как существует верхняя и нижняя антенна, то они уровни разные, конечно. Релейка очень зависит от погоды. Да. Допустим, тот же туман, он сажает уровни. Оптика надежнее, конечно, но ее рвут постоянно. В случае какого-то аварии какой-то, что происходит? Здесь можно ли как-то повлиять? Да, конечно. Сюда приходят аварийные сигналы. Мы смотрим статус критичности этих аварийных сигналов. Если это что-то серьезное, мы звоним в зону ответственности этого участка, где происходит авария, и направляем туда бригаду. Бригада выезжает и устраняет. Это радиорелейное оборудование, которое работает в сторону Тынды. А здесь у нас самое сердце интернета. Оборудование, которое отвечает за весь интернет. Сюда приходит весь основной магистральный трафик и распределяется далее по улусам, по городу, в общем-то, Мы находимся на территории гериатрического центра. От них поступила заявка, по-моему, вчера утром она поступила, что у них на территории завалился наш линейно-кабельный столб, опора связи. Соответственно, мы вчера выехали, приняли меры, чтобы она конкретно не упала, и кабеля не оборвались, временно ее закрепили. Сегодня уже занимаемся восстановительными работами
будет произведена замена опоры и перевес линии на новую опору связи. По времени занимает, все зависит от обстоятельств и сложности характера повреждения. Пока работает буровая машина, если грунт каменистый с металлом, ну неизвестно, что может быть здесь закопано, вплоть до полудня может идти, иногда день-два уходит. Можем иногда опору за 2 часа поменять. Все зависит от объемов работ. Сейчас вот будем делать. По ходу дела будет понятно, какой грунт и сколько займет у нас времени. На данный момент через этот столб проходят кабеля связи, которые обеспечивают связью сам гериатрический центр, частный сектор за территорией гериатрического центра. На данном столбе идут оптоволоконные линии связи, медные линии связи. Какой у нас грунт? Вон ребята приготовились, видимо, залазить на столб. Что сейчас происходит? Ну, сейчас происходит, да, мы видим, как грунт у нас хороший, буровая машина проходит почву хорошо. В данный момент завершим установку опоры, после чего сделаем переезд машин. Скорее всего, сюда у нас подъедет буровая машина для закрепления опоры временной, чтобы мы могли эту опору высвободить и опустить потом спокойно, чтобы она там ни окна, ни здание, ничто не повредило. После чего уже на новую опору, как это опустится, будем делать переподвес кабеля. Почему опора деревянная? Она тоже так же сгниет, например. В опоры связи обычно ставят деревянные, это делается из заземления, потому что на данной опоре прокинута медная линия связи, и если бы был столб железный, от железного столба, в непогоду были бы наводки, соответственно, у людей бы перестал работать интернет, плохо бы показывали телевизоры, в телефонах появилось бы радио, как раньше было. Как ребята, которые залазят, как у них должность звучит, не опора-лазы же? Что да, не опора-лазы. Должности у нас, мы все кабельщики-спайщики. Функционал у данных сотрудников входит обслуживание всех воздушных линий связи и подземных линий связи. Независимо на опорах, по крышам, по чердакам они идут. То есть полностью все обслуживание. Ну, твой прогноз, как закончится работа, через сколько появится интернет? Мой прогноз, я думаю, где-то еще 1,5 часа, и мы закончим это дело. То есть и у кого-то восстановится, у кого-то продолжит хорошо работать. Вызовы нам поступают каждый день, в день от 2 до 3 вызовов. Даже одного не бывает, обычно 2 минимум. То есть в неделю получается около 14-20 вызовов в неделю у нас по линейно-кабельным повреждениям. Большинство случаев, конечно, неинтересны. Это из-за нашей вечной мерзлоты, то, что почва у нас туда-сюда оттаивает, потом опять замерзает, все это гниет внутри. Интересные случаи, в основном это когда в полях там животные рвут у нас кабеля, сносят опоры, когда табуны носятся. Если проводятся какие-то сельхозработы на спецтехнике, тракторы, не тракторы, все это комбайны ездят, бывают там зацепляют наши линии, либо опоры. Очень много повреждений из-за ДТП, когда люди в нетрезвом состоянии могут там покататься по нашему городу. Несоблюдение правил техники безопасности, спецтехники и большегрузов, таких как КАМАЗы, песок, не песок, которые возят, бывают, они забывают опускать свои кузова, то есть он с ним едет и все на пути рвет, ломает. С животными у нас случаев много. Особенно в тайге, где мы закапываем кабеля. У нас были случаи, что у нас, не знаю, волки это или нет, но говорят, что волки даже, они были запечатлены на телефоны, на смартфоны, когда они разрывали кабеля. То есть кабель пролаживает человек, видимо, человеческий запах был, они рыли. И, соответственно, в земле вплоть до метра прорывали землю, там камни, не камни, им все равно было, и доставали кабеля эти. Во время строительно-монтажных работ, допустим, если мы подключаем какие-либо поселки, удаленные, то есть там временно перед закапыванием кабель раскатывается по земле. Допустим, у нас барабан 6 километров, он сперва раскатывается по земле, потом зарывается. И когда трасса строится, бывают животные, лоси, медведи, кто угодно, ходят, цепляются за этот кабель, рвут его. Он зацепился за кабель, ему не понравилось, что это такое, он там на вкус попробовал, не мое, ушел, повреждение сделал. И, соответственно, потом с города ребята, уезжают в командировки, соответственно, также со спецтехникой, ищем эти повреждения, устраняем, в лесу, в тайге, где бы оно ни случилось у нас. Если человек увидел подобную ситуацию, что какой-то пошатанный столб стоит, что ему стоит? Совет, можно обращаться в единую диспетчерскую службу города Якутска.
То есть они собирают всю информацию полностью от населения, могут принять любую заявку, не касаемо это Ростелеком, либо любой оператор связи, либо это что-то с газом связано, что-то с электрикой связано, все что угодно. В единую диспетчерскую службу любой житель города может подать заявку. Если абонент или житель знает конкретно, что это Ростелеком, допустим, столб, либо услуги не работают, то у Ростелекома есть единая диспетчерская служба, 8800, 1000 ровно 800 номер. Они работают круглосуточно, то есть в любое время дня и ночи можно позвонить, подать заявку, либо проконсультироваться, либо подключить новые услуги. В этом году мы планируем подключить к оптической линии связи 4 населенных пункта. Это село Дабан Алекминского района, это Ары-Талон, Кескиль и Крест-Хаджай Тампонского района. Что даст приход ВОЛС в эти населенные пункты? Это даст возможность их жителям получать цифровые сервисы наравне с городскими жителями, пользоваться государственными услугами в режиме онлайн, общаться с друзьями и близкими в соцсетях и мессенджерах, а также пользоваться скоростным безлимитным интернетом и цифровым телевидением Wing. Также мы активно продолжаем работу по установке базовых станций сотовой связи в малых населенных пунктах региона. И наша большая задача – это обеспечить комфорт якутян в цифровом пространстве. В планах филиала на этот год – это построить базовые станции стандарта LTE и спутниковые станции в 14 населенных пунктах Якутии, в том числе и в арктических районах.